Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Приближается к завершению завоз топлива для котельных в северные районы. Успеют ли коммунальщики закончить работу до закрытия автозимников? Радостное событие для жителей одного из сел в Тамбонском районе. Детский сад «Буратино» вновь встречает воспитанников. В Алекминском районе группа молодежи решила построить ледовый парк. Расскажем, что из этого получилось. Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка при пожаре в селе Барагонцы Усть-Алданского района. Возгорание произошло сегодня утром в частном двухэтажном доме на улице Барашкова. Самостоятельно из горевшего здания эвакуировались 4 человека, в том числе 2 детей. Однако позже при разборе завалов было обнаружено тело еще одного ребенка, девочки 2008 года рождения. Ведутся следственные мероприятия. 86% топлива для нужд производственных филиалов ГУП ЖКХ Якутии завезено в районы. По словам заместителя генерального директора предприятия, по сравнению с прошлым годом все идет по графику. Правда, есть некоторые отклонения по завозу угля из поселка Джибарики-Хая Тамбонского улуса. Но коммунальщики обещают, что до закрытия автозимников топлива точно будет доставлено до пунктов назначения. Некоторую часть грузов отправят в период летней навигации. Таким образом, на сегодня все филиалы обеспечены необходимым объемом топлива для завершения текущего отопительного сезона и начала следующего. Конечно, автозимники у нас из года в год разные, поэтому там из-за еще Пурги было Средняя Колыма и вот Момская, ну вот эта колымендирская группа из-за Пурги, у нас там где-то стояла техника значительно больше, чем такие средние года. Поэтому есть оставание. Но при этом по Средней Колыме мы сегодня добавляем туда автотранспорт, направили дополнительно. Сегодня еще дополнительно едут. Там 36 единиц будет. И, в принципе, есть уверенность, что мы там закроем. Из Нижнего Бестяха начнет курсировать плацкартный беспересадочный вагон до Хабаровска. Таким образом, с 31 марта в этом направлении станут доступны купейные и плацкартные вагоны с чередованием в течение месяца. Назначение дополнительного состава увеличило периодичность курсирования беспересадочных вагонов до Хабаровска до 9-10 раз в месяц, отмечают в железных дорогах Якутии. Стоимость проезда в плацкарте значительно дешевле, чем в купейном, и составит 3900 рублей. Время в пути 2 суток, 10 часов и 22 минуты. Примерно 14 километров уличного освещения проведут в республике в этом году. По информации Управления дорог региона, работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, опоры со светильниками появятся в селах Чуя Мегино-Кангаласского, Битюнцы Амгинского, Улаханан-Хангаласского, в населенных пунктах Солянка и Первом Нерюктяинском наследии Алекминского района, а также в селах Барагон и Сотинцы Усть-Алданского района. В конце марта завершат устройство уличного освещения в Батамае и Сигян-Кюэле Кобяйского улуса и средств Дорожного фонда Якутии, говорится в сообщении. Кроме того, планируют установить более 24 тысяч погонных метров барьерных ограждений, 4,5 тысячи дорожных знаков и 5200 сигнальных столбиков. В селе Буор-Сыгы Момского района возродилось оленье стадо номер 1 Чебагаллах путем разделения уже существующего стада Беркичех. Общее поголовье сельскохозяйственного кооператива составляет более 3000 оленей. По словам местных, состав возрожденной бригады молодой, но уже достаточно опытный. При этом для кооператива это большое событие, которое точно войдет в историю наслега. Ход реализации проекта социального воздействия в сфере образования рассмотрели в Хангаласском районе. На встрече ВЭБ РФ и Министерство образования и науки региона обсудили, удалось ли повысить успеваемость школьников. Девятиклассница Валя Косырькова интересуется фотографией и неплохо пишет тексты. С 2019-го она состоит в Академии журналистики. Это одно из направлений проекта социального воздействия. Благодаря своим успехам Валя уже стала победителем в номинации «Юный журналист» на елке главы Улуса. Я развиваю свои навыки видеосъемки, фотографии, а также просто развиваю свою речь и делаю свое общение с людьми лучше. В будущем я буду развивать эти навыки, и в моей профессии они будут нужны.
Академия журналистики объединяет школьные пресс-центры и является уникальным подпроектом. Ребята познают интересную профессию. Прогресс большой за 1,5 года. С 2019 года дети научились брать интервью, общаться с людьми как журналисты, делать репортажи, снимать видео, монтировать. В проекте участвуют 27 школ и более 5000 учеников. Задача – повысить уровень знаний. Для отстающих по русскому языку и математике организована школа роста. Для отличников действует школа успеха. Школа роста – это достаточно короткие по времени, чтобы не перегружать детей. Да, у них есть основные занятия, интенсивы, в которых с этими детьми работают вот по тем выявленным в ходе диагностики дефицитам освоения конкретных предметов, конкретных тем, формул, принципов, законов. Помимо школьников в проект вовлечены учителя и даже родители. Педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации, а для мам и пап действует родительский университет. В конце 2019 года впервые был проведен форум родительской общественности. Вовлечение родителей в учебный процесс ученика – исключительно важная история. Если учитель чувствует, что родитель вовлечен, учителю тоже интереснее и понятнее, как работать с таким учеником. Промежуточные итоги проекта обсудили на заседании, где присутствовали все стороны соглашения. Организатор – госкорпорация ВЭБ-РФ, исполнитель – Высшая школа экономики. Она и разработала специальную образовательную программу. И заказчик – Министерство образования и науки Республики. Полученный результат в конечном итоге позволит моим коллегам, другим регионам уже быстрыми темпами двигаться в сторону развития, улучшения качества образования. Вы первые берете лучшие практики мировые, начинаете их применять, начинаете их исследовать, для того, чтобы в конечном итоге все это перешло на качество жизни людей, которые живут в республике. То есть основная цель власти – это улучшить качество людей, которые живут в регионе. Это первый в России подобный проект. Его результаты в будущем могут быть масштабированы не только в пределах республики, но и всей страны. Сергей Михедов, Виолетта Засимова, Федор Тарасов. Хангаласский улус. В Тампонском районе в Новом Ингинском наследии уже месяц как открылось новое здание детского сада «Буратино». Коллектив и воспитанники очень рады этому событию, ведь строительство дошкольного учреждения ждали долгие годы. Подробности у Марии Винокуровой. Здание детсада «Буратино» – это первое каменное здание в Ингинском наследии, где проживает свыше 400 жителей. Детский сад рассчитан на 35 детей, но посещают чуть меньше. Он полностью укомплектован новой мебелью, оборудованием, техникой. Если в старом здании размещались только 2 группы, то здесь их 3. Очень радостно от того, что наконец-то дети ходят в теплое помещение. Это самое главное. Ну и садик сам по себе яркий, красивый. Дети, заходя, не то что дети, даже взрослые, когда заходят, видят вот эту вот красоту, и настроение у всех сразу поднимается, все такие веселые становятся. В старом здании кухня с прачечной стояли отдельно. Сейчас все в одном помещении. Имеется актовый зал для физкультурных и музыкальных занятий, методические и медицинские кабинеты. Единственное, не хватает кладовок, а они нужны в первую очередь для хранения продуктов питания. Нам надо, конечно, еще летом построить сарай обязательно для вещей и обязательно для продуктов. Продукты, потому что тяжело хранить. Мы живем через речку, и у нас 2 раза в год бездорожье. С одной организацией работаем, с магазином, и они нам раз в месяц доставляют продукты, и все равно нам надо их где-то хранить. Осенью строители ИП «Манукян» из Хандыги в рамках программы поддержки местных инициатив соорудили детскую игровую площадку стоимостью 2 миллиона рублей. Летом эта же бригада полностью заасфальтирует придворовую территорию. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Ингинский наследник, Тампонский район. В Якутске продолжается подготовка к молодежному фестивалю «Мусустар». В спортивном комплексе «Триумф» ставят свет и большие экраны для 3D-проекции концерта Левана Горозия, а также для треков по направлениям искусства, бизнес, IT, музыка, журналистика, танцы и другие. Помимо этого, прямо перед спорткомплексом залили каток специально для олимпийской чемпионки Алины Загитовой. По словам организаторов, фестиваль впервые в республике пройдет на таком высоком уровне в плане интерактива и
и технологий. Напомним, специально для масштабного мероприятия в Якутск также пригласили шоумена Михаила Галустяна, ведущего Антона Камолова и танцора Антона Пануфника. Сейчас монтаж идет в тайминге, мы все успеваем, у нас все замечательно. Как вы видите, сейчас у нас застраивается сцена под концерт Левана Горозии. На улице у нас застраивается каток для выступления Алины Загитовой. И если вы видели, перед входом стоит 5 башен. Эти большие 8-метровые башни – это башни для мэппинга, для нашей 3D-проекции, которая будет венцом нашего кульминационного шоу вечернего. В селе Улахан-Мунку Алекминского района в этом году группа молодежи решила построить ледовый парк. Учитывая пожелания посетителей, предприниматели здесь организовали все необходимое для отдыха. Елена Фаст подробнее о предложенных развлечениях. Весенние денечки – настоящее раздолье для ребятни. В местности села Улахан-Мунку им есть где выплеснуть свою неуемную энергию. Издалека слышны счастливые визги. Это с ледяной горки длиной в 100 метров один за другим летят раскрасневшиеся малыши, довольные родители, которые приезжают сюда и из города, и из близлежащих сел. А тут все нравится. Тут все, и катание на банане, и на ватрушках, на всем что хочешь. Все нравится, вообще все. Дети отсюда прям уезжать не хотят. Отдельный восторг – это катание на банане. Ребятню не смущает глубокий снег и расстояние. Что тебе нравится больше всего здесь? Здесь? Ага. Шарик. А еще? Так. Горки вон те такие большие. Здесь же горка для малышей, огромный шар Зорби, ледяные фигуры. Все это дело рук молодежи села Улахан-Мунку. Отец в 2007 году построил парк. После этого работали, потом они перестали, и мы взялись, молодежь Улахан-Мунку. Почти месяц работали. Это минус 55-60 там работали. Кто хочет, всегда найдет применение своим рукам и фантазии. При этом гарантирована занятость и удовольствие для всех. Все под руками, нужно только потрудиться. Дни в субботу, воскресенье бывает, доходит до 300 человек, 400 человек. Так примерно, да, суббота, воскресенье. А будние дни мало. Где-то 50-60 там бывает. Летом хотим что-нибудь тоже. Планы есть, будем реализовать, действовать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. К этой минуте это все новости. Не забывайте носить маски, соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь с нами.